Здравствуйте! В эфире новости на телеканале АТВ. Главные новости на сегодня. Конкурентоспособное сельское хозяйство. Заповедники превратили свалку в сад. Выпускной у дошколят. В 2000-х годах в Молдове была создана компания «Хелиуцанул». Данная компания специализируется на культивировании пшеницы, кукурузы, ячменя, рапса, сахарной свеклы, а также производстве фруктов и выращивании свиней. С целью экономии топлива и рабочих рук при переработке почвы стали применять сеялку «Нотил». Плюсы использования инновационного оборудования заключаются не только в экономии. Обработка грунта с помощью такой сеялки абсолютно экологична. При ее использовании сохраняется влага в почве. О эффективности использования инновационных методов подробнее смотрите в нашем сюжете. Компания «Хелиуцанул» специализируется на культивировании пшеницы, кукурузы, ячменя, рапса, сахарной свеклы, а также производстве фруктов и выращивании свиней. Администратор компании говорит, что такие ценности, как качество, ответственность и порядочность, стояли у самых истоков предприятия при его создании в 2000-х годах. Мы очень тяжело начинали. На этом месте, где мы сейчас находимся, в 2000-х годах все выглядело так, будто здесь проходила война. Все было разрушено. Нам элементарно негде было складировать те зерновые культуры, которые мы выращивали. То есть здесь почти ничего не было. Потом, медленными шагами и старательно, мы начали работать. Люди доверились нам, и мы отнеслись к этому самым серьезным образом. С первых минут работы мы делали акцент на качестве, ответственности и совести. Начало оказалось нелегким, земля была в ужасном состоянии, поэтому предприниматель решился на использование сеялки «Ноутил», которая перерабатывает почву инновационным способом. Мы почувствовали экономию, например, снизились затраты на топливо. Также в последующие годы мы заметили изменения в структуре грунта. Фермеры утверждают, что сеялка «Ноутил» означает в первую очередь экономию топлива и экономию рабочих рук при обработке почвы. Один человек управляет трактором, один человек заправляет машину, и это означает, что этот метод гораздо проще, чем тот, который использовался ранее. Обработка грунта с помощью этой сеялки – финансово выгодное дело, а также экологичное, ведь таким образом сохраняется влага, что является очень важным фактором для фермеров в условиях засухи. Более того, данный метод позволяет защищать почву и обогащать плодородие гумусового слоя. Фермер говорит, что затраты уже окупились. Он считает, что люди должны быть готовы к использованию инновационных методов, иначе они не поймут их преимуществ. Фактор экономии заключается в первую очередь в сокращении агротехнических процессов, которое ведет за собой экономию топлива, заработных плат. Далее следует фактор удерживания ливневых стоков. Данная технология позволяет эффективно поддерживать влажность почвы за счет всех сорняковых культур, которые остаются на участке, и корней, которые остаются неповрежденными в почве. Сельхозпроизводители утверждают, что необходимо всегда быть в курсе информации, хороших практик и их преимуществ, а также всех новостей, касающихся современного сельского хозяйства. Только так можно добиться высоких результатов и хорошей прибыли. Финансовую поддержку данному предприятию оказала линия безвозмездных постинвестиционных грантов «Устойчивый менеджмент земли» в рамках проекта «Конкурентоспособное сельское хозяйство в Молдове». Заповедники имеются в каждой стране и являются национальной гордостью. В таких уголках приятно побывать и не стыдно пригласить приезжих гостей из других государств. В Гагаузии также имеются такие живописные места. Заповедные участки находятся на сельхозугодиях села Буджак, где ученые выявили около 100 видов лекарственных трав. Однако после проведения съемочной группы телерадиокомпании АТВ опроса среди людей на предмет их информированности об их наличии оказалось, что небольшой процент населения знаком с такими местами. О наличии заповедников и их месте расположения подробнее в нашем следующем сюжете. В каждом государстве есть такие участки первозданности родного края, чудесные уголки природы, которые называются заповедниками. Есть они и у нас в Гагаузии. Как правило, они охраняются государством, сохраняем их для потомков и изучения учеными. Съемочная группа телерадиокомпании АТВ произвела опрос среди людей на предмет их информированности о наличии в нашем крае заповедников. Большинство из опрошенных респондентов показали свою слабую информированность по этому вопросу. Первый раз слышал о заповедниках. Первый раз. Нет, не знаю, они должны быть. Я считаю, что в Камрате такого заповедника нет.
Ничего нету, все разрушено, все вырублено. Каждое деревцо унесено на дрова. А я не знаю, не могу говорить. В Бараганах есть площадка одна, не знаю. В советское время, я знаю, совхоз Буджак там был. Там было поле. И плантация у нас в Камрадском там. А больше место я не знаю. Что... Честно говоря, вот этот вопрос у меня вызывает недоумение, потому что ничего подобного никогда ни от кого я не слышал, чтобы у нас здесь, в Камрате, в Гагаузии, были заповедные зоны или что-то подобное. Может быть, в Молдове где-то есть, Кодры очень прославлены, там еще там где-то, но в Камрадском районе, по крайней мере, и вообще в Гагаузии. Информацию о наличии заповедных участков на сельхозугодиях села Буджак подтвердил начальник отдела инспектирования экологического агентства Гагаузии Евгений Шевченко. Вместе с ним наша съемочная группа побывала на этих прекрасных, нетронутой человеческой рукой местах Буджакской степи. Мы с вами находимся на территории заповедника лекарственных растений, который расположен севернее села Буджак и в настоящее время занимает площадь около 70 гектаров. Здесь произрастает более 100 видов растений. Это участок степной растительности, который никогда не был тронут рукой человека. То есть он никогда не распахивался. Здесь травы, которые растут, семена их не падают, растут по новой. И вот здесь эта площадь была 56 гектаров со времен еще Советского Союза, скажем так. Но в настоящее время, благодаря усилиям нашего Министерства окружающей среды, площадь данного заповедника с 56 гектаров была увеличена до 70 гектаров. В обязанности экологического агентства входит контроль за данной территорией, чтобы здесь не выкашивали траву, не происходил выпас овец. И также вот сейчас мы с вами в мае находимся как раз во время цветения большего количества трав, которые произрастают здесь. Вы можете сами наблюдать, какая здесь красота и какой неповторимый аромат. Жаль, что его нельзя передать через камеру, но это действительно очень красиво и очень хорошо. Мы рады, что на нашей территории есть еще такие участки, где действительно можно приехать, отдохнуть и показать это и детям своим, и друзьям, и знакомым. На данном заповеднике ученые выявили около 100 видов лекарственных трав. Особо красит первозданность этого заповедника ковыль, который придает Буджакской степи вид серебристо-волнующегося моря. Здесь есть растения, которые занесены в Красную книгу. Вы знаете, что тот же ковыль, который вот здесь произрастает, он находится в Красной книге. Ковыль – это многолетняя трава, которая насчитывает более 400 видов. С несильной корневой системой, произрастает исключительно на возвышенных почвах. То есть она не любит почвы, которые богаты гумусом, так как сама гумус не образует. И растет на таких вот дернистых почвах, то есть степей. Ковыль, как вам сказать, если ковыль появляется где-то на каких-то склонах, это предвестник того, что идет остепнение. Потому что ковыль это, как вам сказать, да, символ степи. И как мы знаем в истории, да, действительно, это растение очень неприхотливо к влаге, оно является сухостойким, и по нему видно даже, что оно не имеет листьев, оно как бы, его листья представляют собой тоненькую трубочку, свернутую. Он очень засухоустойчив. Это символ Буджакской степи. У нас же, как говорится, в Буджаке мы живем на территории Буджакской степи. Вот ковыль является символом степи. Как отметил господин Шевченко, подобный заповедник в Молдове единственный, от которого недалеко находится еще один площадью 4 гектара, называемый заповедником типичной растительности. На территории Гагаузии есть заповедники и другого характера, о которых телекомпания АТВ проинформирует своих телезрителей в следующих репортажах. Так называемый Верховный Совет установил 25% порог явки на выборах тираспольского лидера. До сих пор обязательная явка составляла 50%, передает новостной портал tv.md. Тираспольские СМИ пишут, что приднестровский лидер Евгений Шевчук предложил установить порог явки на уровне 40%, но депутаты Верховного Совета отклонили это предложение. Гражданское общество региона выступает против снижения порога явки на так называемых президентских выборах, но первые депутаты Верховного Совета сами рекомендовали ликвидировать этот порог по примеру Российской Федерации. Так называемые президентские выборы в Приднестровском регионе назначены на 11 декабря. При
Примария Камрата выделила средства на приобретение кровати для детского отделения Камратской районной больницы. Решение о выделении 25 тысяч лев из бюджета на приобретение кровати и ремонт мебели для детского отделения больницы было принято муниципальным советом в марте 2016 года. Как сообщила Евгения Братунова, полученная мебель установлена в 3 палатах отделения. Кровати несколько шире обычных для того, чтобы мамы могли располагаться рядом со своими детьми. Ранее силами различных организаций, исполкома и отдельных физических лиц из Камрата в отделении был проведен частичный ремонт. Некоторые работы ведутся и в настоящее время. В них принимают участие работники детского отделения и родители пациентов. Руководство отделения отмечает, что совместные усилия государственных структур и граждан позволили не только значительно улучшить условия содержания пациентов, но и положительно отразились на их отношении к лечению. Как сообщает Генеральная прокуратура, расследование уголовного дела по факту смерти Дана Плешки, старшего сына депутата НАИ Симеона Плешки, прекращено. Речь идет о трагедии, произошедшей вечером 7 марта этого года в столичной квартире депутата. Согласно предварительным данным, выстрел произвел младший брат погибшего из пистолета, которым он владел на законных основаниях. Получив ранение, несовместимое с жизнью, жертва скончалась на месте. Позднее Сарину Плешке было предъявлено обвинение в лишении жизни по неосторожности. Будучи допрошен в прокуратуре, он полностью признал вменяемое ему в вине деяние. В ходе расследования данного дела, исходя из представленных доказательств, а также на основании заявления наследников потерпевшей стороны, было издано постановление о прекращении уголовного дела в отношении брата Дана Сарина Плешки, передает atv.md. Магазин в центре столицы был охвачен огнем вечером в среду 25 мая. Пресс-секретарь службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Лилиана Пушкашу сообщила, что речь идет о здании на улице митрополита Варлаама в столичном секторе «Центр». Погибших или пострадавших в результате пожара зафиксировано не было. На 1 июня в столице автономии запланировано проведение множества различных культурных развлекательных мероприятий. Перед Домом культуры будут проводиться конкурсы для детей и подготовлены призы. Также будет организовано шоу с участием кукол и клоунов. Затем в Доме культуры будет проведен концерт для детей. Его организует Камрадский дом творчества. Завершатся праздничные мероприятия концертом творческих коллективов на центральной площади Камрата. Окраина села Тараклия района Чемишлия была заполнена мусором. Было принято решение об уничтожении свалки. Работы по ее ликвидации начались несколько месяцев назад. И уже сегодня вместо большой груды отходов можно увидеть зеленые деревья. О том, кто поддержал инициативу решения такой экологической проблемы, подробнее наш сюжет. На протяжении многих лет окраина села Тараклия района Чемишлия была заполнена мусором из полиэтиленовых пакетов, которые разлетались по всем полям. В текущем году директор школы, также являющаяся местным советником, совместно с примаром решили покончить с этим беспорядком. При помощи национальной программы для женщин-советников им удалось привлечь фонды для уничтожения свалки. У нас красивое село, здесь есть экономические агенты, хозяйственные люди и публичные учреждения. Свалка создавала нам плохой имидж. Поэтому мы решили, что сейчас это самая большая проблема для нашего населенного пункта. Идею поддержали и некоторые сельские предприниматели. Для того, чтобы избавиться от мусора, они оказали финансовую помощь и предоставили технику. Работы по ликвидации свалки начались несколько месяцев назад. Сейчас здесь высажены деревья. Те, кто знает, что здесь был за беспорядок, поймут, какой объем работы мы сделали. Поверьте, что через несколько лет тут будет красиво и зелено. И мы будем приходить сюда, чтобы посидеть в тени деревьев. Ученики местной школы, которые ежегодно участвуют в благоустройстве села, уверяют, что их населенный пункт избавился от экологической бомбы. Здесь была большая свалка с различными токсичными отходами. Мы с одноклассниками решили помочь избавиться от мусора, который портил вид села. Мы позитивно настроены и рады тому, что было принято решение сделать полезное дело и защитить окружающую среду. Ведь экология – это в первую очередь здоровье. Нужно защищать природу, которая для нас как второй дом. В рамках этого же проекта сельская школа получила интерактивную доску. Яркий
Яркий праздник прошел в честь выпускного для детей дошкольного возраста. Такой веселый для детей и в то же время грустный праздник для взрослых является символом начала нового этапа в жизни каждого ребенка. Воспитатели с грустью прощаются со своими воспитанниками, а ребята воодушевлены предстоящими переменами. Подробнее о проведении праздника смотрите наш сюжет. Такого яркого праздника в районном доме культуры не было уже давно. Повсюду детский смех, нарядные яркие девчонки и мальчишки, воздушные шары, цветы. Настоящая сказка и беззаботный мир детства. Районный выпускной для дошколят проводят несколько лет подряд. И стал он самым ожидаемым событием в жизни каждого ребенка, который с этого момента в детский сад уже не вернется. Уже третий год мы празднуем прекрасный праздник в нашем Тараклийском районе. Это выпускной бал для детских дошкольных учреждений. Выпускной бал, который сегодня собрал 390 ребят. Бал для дошколят. Бал, который объединит всех детей нашего района, потому что они будущие наши, потому что они наши звездочки. Те, которые пойдут в учебные заведения, которых ждет район, и которыми гордится наш район, потому что они наши будущее. Несмотря на всю торжественность момента, на этом празднике жизни было место и грусти. Те, кто отдал несколько лет своей жизни деткам, теперь прощаются с ними. Отправляют их с улыбкой на лице, но с легкой грустью в сердце в новую жизнь. За то время взросления и обучения каждый из детей для воспитателей становится родным. Я работаю в детском саду уже 14 лет. Почему посвятила себя детскому саду? Ну, мне кажется, мир детства – это самый восхитительный мир, где всегда радостно, всегда весело и всегда добро. Скажите, вы в очередной раз провожаете своих детишек в школу. Что вы сейчас чувствуете в такие моменты? Очень волнительно, очень грустно, очень гордо за то, что все-таки это мои ученики, это мои воспитанники. И выпуская в жизнь, надеешься на то, что каждый из них станет хорошим, добрым человеком. Не меньше воспитателей переживают за своих детишек и родителей. Выпускному вечеру, несмотря на то, что он проводится в детском саду, всегда предшествует тщательная подготовка. С такой же ответственностью идет поиск платьев, костюмов. И вот они такие яркие, такие беззаботные и нарядные уже выступают на сцене. Рассказывают стихи, поют песни и танцуют. Настоящий выпускной бал. Во-первых, я хочу сказать, что мы из села Кортим представляем наше детское дошкольное учреждение. Праздник, конечно, удался на славу. Огромная благодарность нашей воспитательнице Дине Георгиевне. Готовились мы к нему очень активно. Детки рады. В общем, все. А сейчас что вы чувствуете? Радость и волнение за то, что мы вырастили. До этого возраста уже дошли наши детки. Взрослые осознают, что их чадам предстоит новая жизнь, что один из этапов их взросления подошел к концу на этом выпускном. Для детей же это в первую очередь праздник, возможность повеселиться и поиграть с другими детьми. Мысль о том, что они прощаются с детским садом, с воспитателями навсегда, тем не менее тоже мелькает. А новое неизведанное привлекает и манит. Мы готовились в школе, чтобы мы хорошо учились. Чтобы мы выступали красиво, чтобы мы в школе учились хорошо. Скажи, а по садику ты будешь скучать? Да. По кому ты там будешь скучать? Потому что садик дорогой нам. Я буду скучать по садику, потому что он веселый, он красивый. С ним это наш дом второй. Но мы пойдем в школу, и я хочу сказать, что я никогда не забуду о садике. У меня в садике было интересно, когда мы играли с мальчиками. С мальчиками играли в садике, мы катались. А в школу не боишься идти, хочешь? Да. Не знаю, чтобы быть умной. Он очень хорош. Мы играем, у меня есть друзья. Мы в садике учимся, занимаемся, что в школе у нас были десятки. Я буду скучать по нашим
по садику. Тебе не грустно расставаться со своим садиком, со своими воспитателями? Грустно, очень. А в школу хочешь? Хочу, ну так. Почему ты хочешь в школу? Потому что там моя мама учит всех детей. Мне грустно оставаться со своим садиком. А в школу ты хочешь? Почему? Потому что там весело. А ты откуда знаешь, что там весело? Ну, знаю. Я ходил 2 раза. Совсем скоро у ребят начнется новая жизнь. Пройдут летние каникулы, они попрощаются со своими воспитателями и пойдут в школу. Но сегодняшний выпускной станет, возможно, одним из самых ярких событий беззаботного детства. Эмоции, воспоминания и фотографии сегодняшнего дня смогут оставить свой след в памяти каждого из детей. Это все новости на сегодня. В студии работала Елена Челак. Больше наших новостей вы можете посмотреть на нашем новостном сайте atv.md. До встречи в эфире. Яркий праздник прошел в честь выпускного для детей дошкольного возраста. Такой веселый для детей и в то же время грустный праздник для взрослых является символом начала нового этапа в жизни каждого ребенка. Воспитатели с грустью прощаются со своими воспитанниками, а ребята воодушевлены предстоящими переменами. Подробнее о проведении праздника смотрите наш сюжет.